Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости», в студии Туэр Пирзода. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, с целью ознакомления с состоянием жизни населения и сдачи в эксплуатацию ряда объектов различного назначения прибыл в Зафарабадский район Сагдийской области. Высокочтимого гостя тепло и искренне встретили на центральном стадионе района люди различных профессий, молодежь, в том числе более 2500 человек. 22 августа основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, с целью ознакомления с положением жизни населения и сдачи в эксплуатацию ряда объектов различного назначения прибыл в Зафарабадский район Сагдийской области. Высокочтимого гостя тепло и искренне встретили на центральном стадионе района люди разных профессий, молодежь, в целом более 2500 человек. В рамках своей рабочей поездки в Зафарабадский район Сагдийской области основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, посетил поля вегетации хлопка в дыханском хозяйстве Камулла и ознакомился с выставкой сельхозпродукции тружеников района. В рамках своей рабочей поездки в Зафарабадский район Сагдийской области основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, побывал на полях вегетации хлопка в дыханском хозяйстве Камулла и ознакомился с выставкой сельскохозяйственной продукции тружеников района. Следует отметить, что дыханское хозяйство Камулла было создано в 2014 году в рамках указания и напутствия уважаемого лидера нации и по сей день занимается выращиванием различных сельскохозяйственных культур, в том числе хлопка. Главу государства проинформировали о том, что труженики хозяйства имеют богатый опыт по выращиванию технических культур, а его хлопковые поля охватывают 10 гектаров. В настоящее время, благодаря использованию агротехнического опыта, хорошо налажена вегетация хлопчатника. Напомним, что в дыханском хозяйстве Камулла выращивается хлопок сорта Худжан-67, и акционеры ежегодно получают добротный урожай. В направлении эффективного использования земли труженики хозяйства налаживают сев и выращивание хлопка с использованием высококачественных семян и рекомендаций специалистов сферы. Благодаря этому в 2018 году с каждого гектара в среднем было получено 50 центнеров урожая. В этом году также благодаря самоотверженному труду, использованию техники и проведению важных агротехнических мер ожидается, что с каждого гектара будет получено более 55 центнеров. На месте встречи труженики хозяйства выставили на показ лидеру нации, уважаемому Эмомали Рахмону, плоды своих усилий. Было сообщено, что в первой половине текущего года земледельцы района с целью увеличения объема производства сельскохозяйственной продукции, особенно импортозамещающей и экспортной, принимать необходимые меры. Во всех сферах хозяйства сев проведен на площади 30 639 гектаров, из которых 5 767 гектаров составляют зерновые, 14 354 гектара хлопчатник, 1046 гектаров другие масляничные культуры, 235 гектаров картофель, 567 гектаров овощи, 1223 гектара бахчевые. И на площади 7443 гектара выращиваются корма для животных. Также в этот период в сельскохозяйственный оборот были введены целинные земли площадью 163 гектара, и в этом направлении продолжаются разъяснительные работы. Было сообщено, что в первом полугодии 2019 года общий объем сельскохозяйственной продукции во всех формах хозяйствования достиг 121 миллиона 882 тысяч саманей, что на 9 миллионов 417 тысяч саманей больше по сравнению с этим периодом 2018 года. Темпы роста в этом направлении составляют 108,4%.
Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил удовлетворение самоотверженным трудом и успехами земледельцев Зафарабадского района в направлении увеличения объема производства продовольственной продукции и обеспечения внутреннего рынка свежей продукции, дал ответственным лицам конкретные указания и поручения для большего увеличения пассивных площадей за счет залежных земель, увеличения перечня экспортной продукции. В рамках своей рабочей поездки в Зафарабадский район основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, сдал в эксплуатацию здание Дворца культуры после реконструкции. В рамках своей рабочей поездки в Зафарабадский район основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, сдал в эксплуатацию здание Дворца культуры после реконструкции. Общая площадь Дворца культуры составляет 3200 квадратных метров, а само здание в течение почти 3 месяцев было полностью обновлено и приведено в соответствии с требованиями времени, с привлечением местных специалистов и рабочих. Здание двухэтажное и состоит из 9 учебных залов, кружков, таких как драматические, вокальные, игры на рубабе, танцевальные, шахматные, объединение любителей кильки-сапс, исполнителей на карнае, дойре, исполнителей шашмакома, просторного зала для проведения культурных мероприятий на 478 посадочных мест, актового зала, детской библиотеки, музея и других вспомогательных кабинетов. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе ознакомления с созданными условиями и беседы с работниками и специалистами отрасли подчеркнул, что правительство Республики Таджикистан поэтапно принимает конкретные меры для развития сферы культуры, особенно для привлечения способной молодежи к искусству, с тем, чтобы деятельность представителей культуры проходила в хороших условиях и приносила зримые результаты. Следует отметить, что в ходе ремонтных работ при Дворце культуры, помимо 8 действующих кружков, также были открыты еще 2 новых кружка – художественный, шахматный, вдобавок к этому электронная библиотека, что будет способствовать освоению подростками и молодежью искусства рисования и обогащению их знаниями. После реконструкции и образования новых кружков число работников с 12 увеличилось до 20 человек, а участников кружка с 80 до 100. Для того, чтобы подрастающее поколение могло иметь представление об истории древнего таджикского народа, в музее содержится 2000 исторических экспонатов различных эпох. Стены и колонны внутри здания украшены национальными узорами и лепкой, а для отдыха и гуляния жителей на территории здания установлены фонтаны и фонари. Электронная детская библиотека находится на 2-м этаже здания и оснащены современным оборудованием. Они являются благоприятным местом для обретения знаний жителями, особенно молодежью. Напомним, что здание Дворца культуры в Зафарабадском районе было построено еще в 1971 году, в течение многих лет обветшало и нуждалось в капитальном ремонте. Здание было реконструировано в свете непосредственных указаний лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, по достойной встрече 28-й годовщины государственной независимости Республики Таджикистан. В величественном зале Дворца культуры лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, посмотрел концертную программу деятелей культуры района, олицетворяющую единство, сплоченность и независимость. Глава государства в ходе выступления высоко оценил искусство участников программы, большинство из которых составляла молодежь, и дал указания по дальнейшему развитию сферы, привлечению и подготовке одаренных кадров. Там же от имени лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, деятелям культуры были подарены музыкальные инструменты. Сегодня в рамках своей рабочей поездки в Зафарабадский район основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в торжественной обстановке открыл новое здание частного детского сада «Афсона» на 200 детей. В рамках своей рабочей поездки в Зафарабадский район основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в торжественной обстановке открыл новое здание частного детского сада «Афсона» на 200 детей.
Здание детского сада, возведенное на общей площади 2280 квадратных метров, состоит из 2 этажей, подвального помещения, 10 учебных помещений и рабочих кабинетов. Ознакомившись с условиями во вновь созданном дошкольном образовательном учреждении, глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, дал ответственным лицам конкретные поручения и наставления по охвату учебы детей в хороших условиях, повышению и улучшению уровня и качества обучения и воспитания в дошкольных образовательных учреждениях, интеллектуальному развитию детей, налаживанию преподавания русского и английского языков и более всего воспитанию детей в духе самосознания. Строительные работы на объекте начались в марте текущего года с привлечением более 50 местных специалистов и рабочих. По проекту на первом этаже построены общежития на 200 детей, столовая, просторные учебные залы, зал легкой атлетики, рабочие медицинские кабинеты, а на втором этаже учебные и музыкальные помещения. Все они обеспечены необходимым оборудованием, в том числе столами и стульями, платяными шкафами и другими принадлежностями. Частное дошкольное образовательное учреждение «Афсона» создано местным предпринимателем Шахло Кинджаевой в рамках начинаний лидера нации по развитию сферы образования с целью встречи с весомым достижениями 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. И накануне нового учебного года является юбилейным подарком для воспитанников этого заведения. Для проведения занятий и воспитания учащихся привлечены опытные наставники. Обучение будет проходить на 3 языках – таджикском, русском и английском. За годы независимости в рамках государственной программы развития дошкольных, образовательных и частных средних общеобразовательных учреждений на 2014-2019 годы в центре и селениях Зафарабадского района Сагдийской области были сданы в эксплуатацию 6 дошкольных образовательных учреждений с охватом 1000 детей. В рамках работ по благоустройству для достойной встречи 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан в районе запланированы строительство и реконструкция еще 2 детских садов. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в селении Раушан Зафарабадского района ознакомился с деятельностью инновационной фермы по выращиванию мелкого рогатого скота, коз европейской породы и предприятия по переработке молока и производству сыра. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в селении Равшан Зафарабадского района ознакомился с деятельностью инновационной фермы по выращиванию мелкого рогатого скота, коз европейской породы и предприятия по переработке молока и производству сыра. Глава государства был проинформирован о том, что ферма по выращиванию мелкого рогатого скота была создана в 2015 году на территории приватизированной фермы местного предпринимателя Назара Гайбназарова в сотрудничестве с гражданином Австралии Джеффри Диланом. Вначале здесь выращивались 10 дойных коз. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, назвал это начинание предпринимателей и специалистов по организации подобной инновационной фермы для выращивания коз молочной породы весьма важным. پنیر، شیر مبانی حیوانات از همه شیر به مادر نزدیک. Это является вкладом в осуществление комплексной программы развития сферы животноводства в Республике Таджикистан на 2018-2022 годы во имя увеличения поголовья и продуктивности животных, обеспечения потребительского рынка полезными продуктами. В городах и районах Сагдийской области отдельные лица возят в страну из-за границы дойных коз европейской, русской и пакистанской породы и производят козье молоко для нужд своих семей и рынка. Специальная инновационная козоводческая фирма является первой в регионе. С целью увеличения поголовья, приведенная в соответствии с климатом региона, образование группы продуктивных дойных коз и организации специальной фермы предприниматели завезли из Швейцарии и Франции альпийские породы коз. Мероприятия по увеличению поголовья дойных коз и созданию их отары проходили в 2 этапа. Путем искусственного оплодотворения за счет местных, а затем козлов альпийской породы и частично пакистанской появились эти молочные козы. Эти селекционные меры принесли результаты в сотрудничестве с учеными и специалистами филиала Института животноводства Академии сельскохозяйственных наук Республики Таджикистан в направлении получения приплода, повышения качества и жирности молока и адаптации молочных коз к климату Зафарабадского района. В течение 2016-2019 годов поголовье каждый год увеличивалось с 25 до 40 голов. В настоящее время насчитывает 240 голов. Из этого числа 100 являются молочными
молочными казематками. Надои из каждой козы в целом в сутки составляют 2,5-3 литра. В результате за сутки производится 200-220 литров, а за месяц 6-6,5 тонн козьего молока. Специальная козоводческая ферма оснащена передовой инновационной технологией. Это технологическое оборудование по кормлению, профилактике, закалке животных, оборудование по очистке объекта и дойные аппараты, произведенные в Швейцарии и Германии, кормление и распределение фуража, концентрата и воды посредством технологической линии происходит автоматическим способом в соответствии с зооинженерными требованиями. По мнению ученых, козье молоко, изготавливаемые из него продукты, очень полезны для организма человека. Глава государства в ходе ознакомления с инновационной фермой, бесед с учредителями фермы и специалистами сферы подчеркнул, что обеспечение доступа населения к качественным природным продуктам является основным фактором здоровья населения. Также было подчеркнуто, что налаживание большей переработки животноводческой продукции, особенно молока, и производство из него продукции является одной из возможностей обеспечения населения природными продуктами собственного производства. Учредители фирмы создали на ее территории цех по переработке молока, где производится сыр из козьего молока на основе европейских методов и традиций. Начинание местных и зарубежных предпринимателей в направлении организации ферм по выращиванию молочных дойных коз местных европейских пород заслуживает поддержки и распространения этого опыта в других регионах страны. Сегодня в Зафарабадском районе основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в торжественной обстановке открыл государственный герб. Сегодня в Зафарабадском районе основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в торжественной обстановке открыл государственный герб. Государственный герб высотой 23 метра находится в одном из благоустроенных и красивых мест района. После открытия государственного герба лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в знак почитания национальных святынь возложил у его подножия венок. Красивая площадь государственного герба отныне будет местом гуляний и отдыха жителей и гостей. Вокруг герба построены фонтаны, ровные дорожки, а в парке установлены фонари и посажены сотни декоративных деревьев, цветов и кустарников. Следует отметить, что установление памятника Исмоили Сомони, государственного герба и государственного флага в административных центрах городов и районов стало традицией. Напомню, что в 2016 году в ходе одной из своих рабочих поездок президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, в знак почитания национальных святынь и во имя укрепления чувства патриотизма в сердцах людей открыл в центре Зафарабадского района памятник основателю первого таджикского государства Шаху Исмоили Сомони и в торжественной обстановке поднял государственный флаг. Жители Зафарабадского района для достойной встречи великого национального праздника 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан сдают в эксплуатацию объекты различного назначения. Открытие государственного герба также является одной из созидательных мер в этом направлении, осуществленных жителями района при поддержке лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона. Сегодня в Зафарабадском районе основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в торжественной обстановке сдал в эксплуатацию парк культуры и отдыха имени Устода Садриддина Айни. В Зафарабадском районе основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в торжественной обстановке сдал в эксплуатацию парк культуры и отдыха имени Устода Садриддина Айни. Общая территория парка вместе с площадью государственного герба составляет 7,5 гектара. В центре парка находится бюст основоположника таджикской литературы Устода Садриддина Айни, созданного скульптором Рустамом Маджидовым. Парк имеет два основных входа. На его территории расположены различные фонтаны, более 80 цветных фонтанов, 5 беседок, 400 декоративных деревьев, 1 искусственный водопад, отремонтированный амфитеатр на 400 посадочных мест, административное здание для работников парка, десятки скамеек, киоски по продаже прохладительных напитков, другие необходимые объекты. Окрестности парка культуры и отдыха на территории 700 метров окружены защитными узорчатыми решетками, а для транспорта построены 4 остановки. В этом культурном учреждении 45 человек обеспечены постоянными
новыми рабочими местами. На территории парка построены лодки с текущей водой, дорожки вымощены цветными плитами, установлены разноцветные фонтаны, что делает парк еще краше. Со сдачей в эксплуатацию подобного современного центра культуры и отдыха жители района с благодарностью за независимость могут проводить здесь культурные мероприятия. Создание парка культуры и отдыха имени Устода Садриддина Айни стало достойным подарком лидера нации жителям Зафарабадского района накануне 30-летия государственной независимости страны. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в Зафарабадском районе после сдачи в эксплуатацию ряда объектов различного назначения провел искреннюю встречу с большим числом жителей и активистов района. Глава государства поздравил всех участников встречи и в их лице всех жителей района по случаю 28-й годовщины государственной независимости Таджикистана и пожелал их семьям благополучия и счастливой жизни. Было подчеркнуто, что независимость, обретенная Республикой Таджикистан, дала серьезный импульс ускоренному развитию Зафарабадского района. В этот период за счет всех источников финансирования для развития Зафарабадского района направлено 262 миллиона сомони, а за счет государственных инвестиционных проектов 23 миллиона сомони. Соответственно, в программе «Социально-экономическое развитие Зафарабадского района» на 2016-2020 годы намечено 106 проектов на общую сумму 145 миллионов сомони. За 3 последних года реализованы 15 проектов. Сейчас продолжается осуществление 46 других проектов. В настоящее время в районе продолжается реализация 5 государственных инвестиционных проектов. И до сегодняшнего дня в их рамках освоено 24 миллиона сомони. После анализа социально-экономической ситуации района глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, дал указание руководству исполнительного органа государственной власти Зафарабадского района ускорить созидательные работы с использованием возможностей для выполнения поручений правительства Республики Таджикистан и принять конкретные меры во имя встречи с весомыми достижениями великого праздника 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. В конце президент страны еще раз поздравил присутствующих с предстоящим праздником, очередной годовщиной независимости, и пожелал им благополучия и благоденствия. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, с уверенностью заявил, что трудолюбивые жители Зафарабадского района с высоким чувством патриотизма и поддержкой созидательной политики правительства страны внесут еще больший вклад в развитие района и благоустройство нашей любимой родины, независимого Таджикистана. После речи выступили несколько человек из числа жителей района, представители различных профессий, и выразили благодарность уважаемому лидеру нации за большие преобразования на земле наших предков благодаря проводимой им созидательной политике. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы!